1 мая жители Северной Осетии приняли участие в праздничном шествии и митинге, посвященном Международному дню весны и труда. Мероприятие началось на театральной площади столицы Северной Осетии в 10 часов утра. Горожане с транспарантами и флагами прошли по центральной улице города. Их ожидала праздничная концертная программа и выступления общественных деятелей республики. Парк ангелов появится напротив мемориального кладбища и откроется в сентябре к 10-й годовщине теракта в Беслане. Инициатива заложения парка принадлежит Сослану Батырову. Когда-то он сам помогал спасать заложников бесланских событий. Частная инициатива разрослась в большую общественную акцию. Свой вклад внесли многие ведомства республики. Мы поддержали инициативу организаторов этого проекта, будем говорить так, и с большим удовольствием поучаствовали, приобрели туи от министерства, и практически всем министерством, практически начиная от бухгалтеров, заканчивая министром, все здесь и активно участвуют. Участники посадили 334 саженца по количеству жертв теракта. 12 из них – именные дубовые деревья в память о бойцах, которые ценой своей жизни спасали заложников. В перспективе эта территория будет развиваться и дальше. Организаторы надеются, что в будущем на этом месте появится полноценный парк культуры и отдыха. Во Владикавказе во Дворце спорта «Манеж» открыта выставка «Православная Осетия». Она приурочена к 110-летию Аланской епархии. В первый раз наша республика становится площадкой, где собраны редкие святыни из разных уголков России и даже зарубежных стран. Здесь можно помолиться у древней иконы, узнать о святых местах, приобрести произведения монастырских мастеров. Мы видим, как в последние годы возрождается все, как больше людей ходит в церковь, растут и крепчают монастыри, как строятся храмы. И сегодня открытие этой выставки – это еще один шаг к укреплению православия нашей республики. Представители народного сопротивления Украины прибыли в Северную Осетию. Их цель – донести до людей правду. У участников патриотических сил Донбасса с собой православные реликвии. Они считают, что боевые действия в Украине направлены на разделение общего духовного мира славянских народов. По словам ополченцев, боевые действия в стране ведутся с поддержки Запада. И более того, в этом спектакле Украина не главное действующее лицо, а всего лишь форпост. Когда именно в первую очередь Российская Федерация попыталась стать самостоятельным игроком на международной арене, как только она попыталась донести до мирового сообщества о том, что она тоже имеет вес, эти все события начали принимать более обостренный характер. То есть, скорее всего, это запустило какой-то механизм до определенного времени, наверное, и нам, жителям Украины, не совсем понятно. Я до сих пор думаю, я уверен, и в том числе в этом уверены мои соратники, что целью являемся не мы. Целью является не такой непокорный из себя юго-восток Украины, а целью является Россия. Во Владикавказе открылся новый сезон работы Северокавказской детской железной станции. Малую железную дорогу построили почти полвека назад, ее протяженность более 2 километров. Небольшие вагончики курсируют от водной станции до мемориала славы. Здесь все по-настоящему, только вместо профессиональных работников у руля школьники. Ребята могут попробовать себя в роли проводника или водителя тепловоза. Кстати, в этом году руководству железной дороги удалось приобрести новый поезд, а это значит, что маленьких пассажиров станет больше. Здесь собирается сейчас очень много пассажиров, детей, взрослых. То есть придут все те школы, где мы работаем. Придут ребята, которые хотят, наверное, все-таки правильно сказать, хотят быть железнодорожниками. Что еще можно сказать? Ну, наверное, то, что это будет большой, грандиозный, веселый праздник благодаря очень хорошим ребятам из планеты развлечений. Детский турнир по дворовому футболу проходит во Владикавказе. Соревнования проводятся второй год. В этот раз в турнире принимают участие 16 команд со всего города. На футбольном поле 25-й Владикавказской школы участники сражаются за Кубок района. Организовывая этот турнир в прошлом году, то есть впервые, мы даже и не думали, что он как-то перерастет во что-то большее. Как-то планировалось это сделать на уровне просто так нашего района, там знакомых вот здесь всех ребят, кто здесь живет, учится вместе. Но судя по тому, какое получило оно, такая реакция пошла, в общем, мы даже сами не ожидали. То есть, я же говорю, с разных концов этого города, вообще районов, нам поступали как и в интернете, так и звонки на телефон.
то есть о просьбе принять участие, и то есть он перерастает во что-то большее.